В Грузии блогеры некоторые вот так вот распространяют информацию, что якобы авары совершали грабительские набеги на Грузию. И целью этих набегов, целью, этих вторжений, походу, якобы были грабительские набеги. Но я думаю, слово набеги здесь умышленно применяется, семантика русского языка. Это было не набег, это были не набеги, это была аварская реконкиста, то есть восстановление исторической аварской власти на землях древней Кахетии, Эретии. Почему? Потому что в XI веке на этой территории проживавшие аварские племена были уничтожены в результате четырех мощных сельджукских вторжений, и впоследствии на этой территории переселяются картлийцы и жители Западной Грузии нынешней. Аварские ханы заключали договоры с грузинскими царями, за которые они уплачивали в виде налогов, дани, а ответ на это аварские ханы, например, тот же Махан, обязался защищать Грузию от иноземных вторжений. Но Ираклий II изменил своему слову и призвал на Южный Кавказ, в частности Картлий-Кахетию, Российскую империю, вследствие чего, естественно, обострились отношения, но ту сумму, которую Ираклий выплачивал, 10 тысяч рублей серебром, обязалась выплачивать Елизавета, царь-российская императрица. Этот вопрос как бы улажен был, но хочется отметить в этой связи то обстоятельство, что грузины так защиту и не получили. В 1795 году правитель Персии Ага Мухаммад Шах вторгся в Грузию и убил десятки тысяч жителей и угнал также в рабство десятки тысяч жителей Грузии. Это показало, насколько недальновидная была политика Ираклия II. Тоже в самое время бывший в союзничестве с аварским ханом Ибрагим хан Карабахский подвергся также вторжению персидских войск в 1795 году, и хунзахский аварский правитель Махан Великий отправил 5000-е войско на защиту. Узнав об этом, персидское войско, иранское войско отступило. Как только аварское войско возвратилось обратно в Аварию, Ага Мухаммад Каджар Шах снова выступил против Карабахского ханства. И на этот раз разозленный Умахан, находившийся в своей ставке в селении Чар, это территория Закаталского округа, отдал приказ любыми путями обезглавить, убить Ага Мухаммад Шаха Каджара и его голову привести, что и было исполнено. Из этой ситуации можно понять и сделать вывод, что в Грузии было лучше находиться в союзных отношениях с Аварией, чем призывать на Кавказ Российскую империю, которая в итоге привела к очень кровавой, драматической ситуации в виде Кавказской войны.